Зноў гаспадарства перанясемся ў Варшаву пад амбасаду Беларусі. Там працуе, нагадай, моя калега Аліна Коўшек. Аліна, яшчэ раз цябе вітаю і адразу зноўку табе слова. Добрый вечер, шановное господарство. Так, мы зараз знаходзімся под беларускай амбасадай ў Варшаве. Людзей все больш і больш з'яўляюцца. І тут на гэтым пікеце з'явіўся Валер Цапкала, чалавек, які спрабаваў кандыдаваць на прэзідэнцтва Беларусі, але, на жаль, яго не зарэгістравалі ўлады, лічачы, што подпісы, якія ён падаў, былі не ўсе сапраўднымі. Вось, спадар Валер зараз мае міжнароднае турне, прыйшоў на гэтую сустрэчу, каб паразмаўляць з беларусамі. Вось мы бачым, шмат людзей падыходзіць да спадара Валера, робяць здымкі і хочуць з ім паразмаўляць. Што цікава, арганізатары не предоставілі слова спадару Валеру, сказаўшы мне, што тут ужо была запланаваная праграма і вельмі позна даведаліся пра тое, што ён тут будзе. Добрый вечер, спадар Валер. Добрый вечер, добрый вечер. Як вы долетели з Киева? Карантин вас не затрымаў? Нет, не задержал меня карантин. Я разрешение специальных служб получил здесь, в Польше. Я совершенно спокойно пересек границу. А з яким пашпартом вы падарожнічаеце? С белорусским у меня только один паспорт. А як такое зрабіць такое дазвол, каб можна было без карантина ехать, бо можа і некаторыя іншыя беларусы б захацелі? Конечно, надо просто написать соответствующее заявление в санэпидемслужбу Польши, и они рассмотрят и вам дадут разрешение. З кім у Варшаве вы сёння паспелі сустрэцца? Як доўга вы тут застанецеся? Ну, точно, по крайней мере, до воскресенья, а встречаться пока только со средствами массовой информации. А які у вас планы на неделю? Ну, я еще пока не знаю, где я буду находиться. Или я буду находиться в Литве, или я буду находиться в Киеве. Пока еще не решил. Завтра будет понятно. У Варшаве плануеце сустракацца з нейкімі палітыкамі ці грамадскімі дзеячамі? Но на самом деле я нигде, ни в России, ни на Украине, я не встречался ни с какими государственными деятелями, потому что я понимаю, что у них есть определенные обязательства в отношении к этой власти, у нее есть некоторые коммитменты, если можно так сказать. И для того, чтобы не ставить их в неловкое положение, я даже не запрашивал никаких встреч. Но встречался с диаспорой в России, в Москве, встречался с белорусской диаспорой в Украине. И действительно уникальный феномен здесь можно наблюдать, что если, скажем, традиционно белорусская диаспора в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, она всегда была настроена против Лукашенко, то сейчас и даже на постсоветском пространстве, в постсоветских странах они стали однозначно негативно к нему относиться, потому что мы видим тот вот беспредел, который творится в Беларуси, да, когда даже видимости каких-то работы демократических институтов, когда даже видимости соблюдения Конституции или закона мы не видим в настоящее время, то естественно, что у людей уже 21 века, у которых формируется правовое мышление, это абсолютно неприемлемо то, что происходит сейчас в нашей стране. Які сэнс мае ваше міжнароднае турне, калі вы не сустракаецеся з палітыкамі, з людзьмі, якія могуць прымаць рашэнні? Вось што вы хочаце дасягнуць гэтым? Ну, во-первых, конечно, это прежде всего встреча с общественностью. Во-вторых, это встреча, конечно, с белорусской диаспорой. В-третьих, мы в Киеве сейчас создали фонд по помощи тем белорусам, которые выступят не против Лукашенко, а которые поступят в соответствии с совестью и поступят в соответствии с законом. Это, конечно, прежде всего касается учителей, разных работников государственных органов, которые традиционно считают голоса так, как это надо власти. То есть мы ожидаем, что на этом уровне, на уровне, где проводятся массовые фальсификации, люди встанут, кто-то из них, вот как вчера два прекрасных парня, да, значит, взяли, включили Цоя, значит, надели белые повязки, и они продемонстрировали то, что можно, и находясь внутри этой системы, что можно проявить характер, можно проявить волю, можно поступить в соответствии с совестью. Но мы прекрасно понимаем, что таким людям нужна будет помощь. И мы сейчас в Украине учредили фонд. Этот фонд мы начали уже на краудсорсинговой основе привлекать туда деньги. И мы ожидаем, естественно, что если человек, кто-то, учитель там, математики там, или кто-то еще, значит, скажет реально,
что произошло на избирательном участке, и ему не продлят контракт, то мы окажем ему юридическую помощь, консультационную помощь, финансовую помощь, помощь в трудоустройстве. То есть мы как раз пытаемся вот это якобы единство, которое существует в бюрократическом аппарате, сломать. Потому что я абсолютно убежден, я тоже работал и с государственными чиновниками, извините, я работал и в государственном аппарате, и я знаю, что большинство людей, которые там находятся, они просто боятся, они чувствуют некую социальную опасность, если они будут поступать в соответствии с законом и совестью. Вот. Но если им вот этот барьер попытаться снять, то я думаю, что они, в принципе, так сказать, многие из них поступят так, как это, в общем-то, ну, и надо им поступить. Когда-то Франклин говорил, что пустой мешок прямо стоять не может. Лукашенко сделал все возможное, чтобы мы все были пустыми, чтобы мы цеплялись за эти несчастные деньги, которые там он платит учителям, да, для того, чтобы они фальсифицировали выборы. Я думаю, что мы, конечно, если мы для них создадим вот эту подушку безопасности, смотрите, вот что произошло в Лиде, да, когда врач рассказал о коронавирусе, когда его уволили, за несколько часов люди собрали столько денег, сколько он за год не собирает. І вот А адкуль ви стільки грошей візьмете, щоб допомогти всім тим наставникам, які фальсифікують вибори у комісії? Ну, которые фальсификуют, мы им не собираемся помогать. Мы собираемся помогать тем, кто не фальсифицирует, кто выступит. Мы не ожидаем, что это будет какое-то массовое явление. Но, кстати, тоже это интересный достаточно феномен, потому что, как правило, мы привыкли к тому, что все революции, все основные события происходят в столице. Но на самом деле это не так. Я очень ожидаю о том, что вот эти вот слабые звенья будут завтра, не завтра, в воскресенье будут происходить в небольших городах, где люди друг друга знают, и где неудобно будет этим учителям, которые очень хорошо лично знают родителей, и что они, так сказать, именно на вот этом вот уровне начнут называть правильные цифры. Тогда вот эта вот цепочка его, да, она начнет рушиться. Если мы вдруг узнаем, что где-нибудь в Столинском районе он скажет, что за Тихановскую проголосовало 70%, а за Лукашенко 10%, если в каком-нибудь Скиделе, значит, скажут о том, что за Тихановскую проголосовало 80%, за Лукашенко 3%, понимаете, это пойдет, так сказать, вот цепная реакция. І опошнє питання, спадару Валер, що ви скажете тим людям, які вас критикують за лист Путіну, де ви просили його об допомозі? Я не просил его о помощи, я просил его не признавать выборы, потребовать от Лукашенко провести прозрачные выборы. То же самое, что я просил лидеров 35 остальных стран, в том числе и президента Польши, и президента Соединенных Штатов Америки, канцлера Германии, президента Украины. Я их просил об одном и том же. Потребовать от него нормально провести избирательный процесс, показать людям. То есть если он говорит о том, что он пользуется хоть какой-то популярностью, ты не бойся, ты поступи хотя бы так, как поступал Чавес или Мадуро, когда они полностью, если они твои друзья, но они, по крайней мере, все полностью карты выставляли на стол, и для них прозрачность избирательного процесса, для единственных друзей, оставшихся для него, как бы мы к ним ни относились, да, я сам лично плохо к ним относился, да, но я, так сказать, уважаю их в данном случае гражданскую позицию, когда они говорили: смотрите, считайте голоса, приходите, международные наблюдатели, оппозиция, все, пожалуйста, смотрите, да, и они честно, по крайней мере, считали голоса. Пусть Лукашенко хотя бы честно посчитает голоса. И лидеры, и в том числе и России, они могут от этого потребовать. Понимаете, проблема всегда для Беларуси заключалась в том, что Запад не признавал, Россия признавала. Лукашенко начинал ездить в Россию. Запад на это присматривался, да, и он не хотел, чтобы он был зависим только от одной стороны, и они начинали с ним всегда вести диалог. Наша задача сегодня стоит в том, чтобы и Россия поставила такой же заслон к нему, как это поставил Запад. Тогда он станет международным изгоем, тогда он станет международным преступником. Я понимаю очень хорошо, понимаете, я все-таки с реальной политикой, да, вот, и я хочу, чтобы у Беларуси формировался пояс добрососедства. Я не хочу дружить или-или. Я хочу дружить и. То есть дилемма, значит, с кем вы, за кого вы, за папу или за маму, кого вы больше любите, вы за красных или за белых. Я думаю, для Беларуси это неправильная дилемма. Дякую вам велике за розмову. Всього доброго.
Что? Всього доброго. Спасибо, спасибо. Спасибо. А я нагадаю, што мы зараз знаходзімся ў Варшаве пад амбасадай Беларусі, дзе працягваецца пікет у падтрымку беларусаў і беларусак. Сабралася багата людзей, і Валер Цапкала, да якога ўвесь час падыходзяць людзі, з якім нам удалося паразмаўляць. Аддаю голас студыі. Валер. Аліна,